Зарей будет для нас тяжелый матч. Это соперник тоже тяжелый. Во-первых, потому что мы будем играть на выезде в Бельцах в час дня. Это очень неудобно для команды, потому как вы знаете, что расстояние между Камратом и Бельцами довольно внушительное, 250 километров. Ну, я думаю, что будет тяжело. Заря хороший соперник, тем более уровень дивизия, мы играем в дивизия, там уровень футбола совсем другой. Национальная дивизия, то есть тоже другой уровень. Мы ожидаем тяжелый матч, но ничего, мы будем готовиться, постараемся показать свою лучшую игру, свои лучшие кондиции. Увидим, что получится в итоге. Цель перед ребятами будет поставлена. В любом случае мы выйдем для того, чтобы пройти. То есть цель будет такая стоять. Другой вопрос в том, что, конечно же, кроме этого, этот матч еще является некой ступенью для команды. Почему? Потому как мы сформированы только. Команда как 3 месяца тренируется в таком составе. Есть цели на перспективу на 2-3 года, то есть более долгосрочные. Мы не ожидали, что мы пройдем в 1/8 финала и что мы будем играть с таким сильным соперником. Но, соответственно, я думаю, что мы будем ставить максимально возможные цели для нас. У нас делать некую неформальную национальную сборную, именно Гагаузии. У нас в команде все в основном из Гагаузии. Один игрок, он из Бессарабского района, но он тоже как бы гагауз по отцу. Так что, ну, это не национальный аспект больше. То есть, кто из Гагаузии, не имеет значения какой национальности. Молдаванин, русский, украинец, гагауз, болгарин. У нас все разные национальности. Идея в том, что мы представляем автономию, в том, что мы представляем Гагаузию, и мы делаем сегодня такую стратегию, мы, наверное, даже практикуем. Мы смотрим, что из этого получится. Делать что-то наподобие, да, как Атлетик Бильбао делает в Испании, где преимущественно в клубе играют басконцы. Да, также и мы хотим что-то сделать такое. Мы будем большое внимание уделять детскому футболу, юношескому. Начнем хорошо работать со спортивными школами, со спортивным лицеем, который в Камрате базируется, для того, чтобы больше молодых талантливых ребят пополняли. Ну, основная ставка, я вам скажу, что у нас будет сделана, то есть на своих. Иностранцев навряд ли вы увидите в нашем клубе. У нас есть краткосрочные цели, задачи, да, есть долгосрочные. Если говорить о долгосрочных, то вы верно отметили, что мы хотим стадион подготовить под уровень для принятия матчей Лиги Европы на будущее, для того, чтобы у нас на юге был такой стадион. Наш стадион это позволяет. Будут реализовываться проекты по световому оснащению, которое будет проходить Лигу Европы, вторую стадию. Также мы будем ставить перед собой задачи выйти в национальную лигу, я думаю, через 2-3 года, а может и раньше, чем черт не шутит. Ну, если мы увидим, что мы можем, своими силами, своими ребятами, тогда мы это сделаем. Если мы увидим, что мы не можем это делать, да, и у нас ничего не получается, то, наверное, мы будем пересматривать стратегию клуба, стратегию развития. Но пока на данный момент вот такие долгосрочные задачи.